Друзья, в 1956 году в Соединенных Штатах была создана корпорация, главной целью которой являлось обеспечить устойчивый приток частных инвестиций в развивающиеся страны. Звучит достаточно непонятно и сложно, но сейчас мы будем разбираться в этом нелегком вопросе с руководителем представительства Международной финансовой корпорации в Таджикистане Фарухом Султоновым. Фарух, здравствуйте. Рада вас приветствовать. Фарух, расскажите для начала, что такое Международная финансовая корпорация, или, как мы все ее знаем, IFC? Да, спасибо большое. Действительно, без экскурса в историю не получится. Было принято решение тогда, в 50-е годы, о том, что нужно создать систему, которая будет позволять развивающимся странам быстрее развиваться. И тогда было принято решение о создании Международной финансовой корпорации, которую вы сказали. Инициаторами этого были все крупные экономики. И смысл был такой, что нужно создать механизм для распределения тех средств, которые корпорация будет собирать у своих учредителей, в пользу развивающихся стран. И на данном этапе сейчас членами или соучредителями этой корпорации выступают уже порядка 190 стран, в том числе и Таджикистан с 1994 года. МФК IFC работает в Таджикистане уже довольно давно. Активно мы работаем с 2000 года здесь. И мы работаем либо через инвестиции, да, через долговые инвестиции, через инвестиции в капитал, когда мы заходим в компанию, приобретаем часть этой компании, вместе ее развиваем и выходим. То есть об этих этапах мы договариваемся изначально с инвесторами, с местными. Вот. Либо мы заходим сюда через какие-то долговые инструменты, когда мы даем долг компании, когда мы помогаем компании как долгом, так и консультациями. Вот. И задача сделать так, чтобы местный бизнес он рос, развивался, чтобы от малого к среднему, от среднего бизнеса он переходил к крупному бизнесу. И на данном этапе мы фокусируемся на крупном бизнесе в Таджикистане. То есть изначально были и физические лица, и малый и средний бизнес, либо сразу начиналось все с больших компаний? Изначально, да, были малый и средний бизнес. Наверное, имеет смысл рассказать о том, что само понимание малого и среднего бизнеса, оно разное в разных странах. Положим, в крупной экономике средний бизнес – это крупный у нас. Да. Да? У нас есть четкое определение, что такое малый и средний бизнес и что такое крупный бизнес. И причина, почему мы работаем с крупным бизнесом, она заключается не в том, что мы не хотим с малым и средним работать. Мы можем прямо или опосредственно работать, но на самом деле мы понимаем, что у каждого здесь должна быть своя роль. И роль МФК – это работа с крупным бизнесом, в то время как малый и средний бизнес может взять на себя работу с малым и средним бизнесом, может взять на себя местный финансовый сектор. А каким образом это происходит? Крупный бизнес приходит к вам в корпорацию и говорит: ребят, мне нужна ваша помощь. Либо вы сами видите какой-то перспективный вид бизнеса и говорите: так, вот на нем можно заработать и при этом помочь этому бизнесу. Да, спасибо большое. Тут вот два момента вы правильно отметили. Первое, как мы находим местных партнеров, да, мы их называем местными спонсорами, и на чем строятся наши взаимоотношения. Действительно, бывает и так. Бывает так, что к нам компании приходят первый раз. Зачастую клиенты, с которыми мы сейчас работаем, это клиенты, с которыми мы работаем на долгосрочной основе уже. Это не первая транзакция, которую мы вместе делаем. Вот. Где-то мы говорим о том, что имеет смысл здесь делать, и в перспективе можно об этом поговорить с вами также. Где-то компании к нам приходят, они говорят, что мы хотим сделать вот такой бизнес, сможем ли мы вместе сотрудничать. Вот. Бывают разные форматы, но мы также для себя видим большую роль в том, чтобы помочь бизнесу со стратегической точки зрения подойти к его бизнес-плану или стратегическому плану немножко по-другому. И у нас для этого есть все механизмы. Как я сказал, 190 стран, офис у нас более чем в 100 странах. И, наверное, нет ни одного бизнеса в Таджикистане, аналог которого не существовало бы где-то в других странах, где мы работаем. Соответственно, у нас есть люди, кто знает про этот бизнес очень многое, которые могут помочь местному бизнесу. И здесь имеет смысл мне рассказать о другом направлении нашей работы. Это advisory, это консультационные услуги. И здесь мы работаем как на уровне правительства, например, нашими хорошими партнерами являются и Министерство финансов, и Центральный банк Таджикистана, Национальный банк Таджикистана, другие министерства и ведомства, вот, ассоциации, на уровне ассоциации мы также работаем, один из наших партнеров – это МФОД. Также мы работаем, естественно, на уровне компаний и предприятий.
И на самом деле, если говорить, где я сам лично вижу ценность в нашей работе, это не всегда деньги, которые мы по более низким процентным ставкам можем предоставить местному бизнесу, но это больше наши знания, глобальный подход. И у меня вот передо мной, я специально распечатал итоги опросника о том, что ценят клиенты у нас. Но это вот в первую очередь роль долгосрочного партнера. Мы можем заходить в компанию на 5 лет, на 7 лет, на 10 лет. У нас есть бизнес в Таджикистане, в энергетическом секторе, в котором мы находимся уже более чем 20 лет. И мы продолжаем давать какие-то навыки, какие-то знания, какие-то ноу-хау для того бизнеса, в котором мы сейчас работаем. Фарух, можете назвать 3 последних крупных бизнеса, с кем вы сейчас работаете в коллаборации, в партнерстве? Да, конечно. В коллаборации мы сейчас, если говорить о частном бизнесе, наверное, стоит отметить сделку с TCL, которая у нас недавно завершилась. Вот. Также мы можем рассказать о сделках, которые мы делаем с финансовым сектором, с представителями финансового сектора. Это у нас и Банк Арвант, и Алиф, и Хумо, и Схата. Вот. Каждая сделка, они примечательны по-своему, они обладают какими-то интересными моментами. Например, с TCL мы помогали компании развивать свою сеть в свое время, потому что тогда был период, когда активно внедрялась сеть 4-го поколения. Вот, с другими компаниями, с другими банками мы помогаем им находить средства в местной валюте для того, чтобы риски падения курса таджикского самани не были возложены на тех, кто эти деньги завтра будет получать у банка. То есть мы старались находить те механизмы, когда банк получал от нас, банки получали от нас инвестиции или, вернее, кредиты в Сомани. По крайней мере, эти риски мы забираем. Откуда вы их берете? То есть я прошу прощения за такой, возможно, глупый вопрос, просто я не финансист, и как международная финансовая корпорация владеет национальной валютой, а местные банки нет? Да, у нас есть несколько механизмов, из них работает пока один в Таджикистане. И я надеюсь, что мы совместно с нашими партнерами запустим и другие механизмы получения местной валюты для местного бизнеса. Ну, в идеале, наверное, самый подходящий, самые хорошие механизмы в условиях Таджикистана – это 2. Первое – это когда мы делаем своп-сделки с Национальным банком. Мы, грубо говоря, говорим Национальному банку, нашему партнеру, что мы вот в начале года даем вам 10 миллионов долларов, вы 10 миллионов долларов конвертируете, перечисляете их в банк, который берет эти сомонью, получается, у нас. Мы между собой и банком фиксируем в контракте эту сумму сомани. Банк нам эти деньги, не нам, а Национальному банку возвращает на наш счет. Национальный банк конвертирует их под курс, который будет тогда уже к тому времени. Вот. И получается, что он возвращает нам доллары за минусом или с плюсом той курсовой разницы, которая возникает за это время. И зачастую, статистика показывает, что сомани немножко обесценивается по отношению к доллару, возникает негативная курсовая разница, когда, грубо говоря, 10 миллионов в начале этого проекта превращается в 9 миллионов 500 в конце. И эти 500 тысяч мы закрываем за счет тех фондов, которые есть внутри IFC и которые направлены на поддержание компаний, бизнесов в странах развивающихся, таких как Таджикистан. То есть получается, что мы берем вот эту курсовую разницу, эти потери, которые иначе бы было бы на шее у банка, на балансе у банка, берем это на себя. То есть, получается, здесь главный регулятор выступает в роли такого большого обменного пункта? Получается, что так, да. Абсолютно правильно было замечено, что он становится таким большим обменным пунктом. Вот. Есть второй механизм, да, над которым нам предстоит поработать, и, надеюсь, который мы сможем запустить совместно с нашими партнерами. И здесь имею в виду не только Национальный банк, не только Министерство финансов, но и ряд других организаций, таких как EBRD, ADB, наших партнеров по реформам, когда мы сможем наконец-то совместными усилиями запустить или усилить рынок ценных бумаг в Таджикистане. Как это будет выглядеть? Предположим, вы, владелец бизнеса, обратитесь к нам, скажете, что вам нужно, предположим, 50 миллионов сомани для запуска своего нового проекта. Мы под это дело выпустим долговую ценную бумагу. То есть мы выпустим бумагу, которая будет говорить, что IFC возьмет у населения, у других игроков на рынке сомани в долг
да, и через год возвратить с таким-то процентом. Это очень безрисковая операция для тех людей, кто будет покупать эти ценные бумаги. Почему? Потому что кредитный рейтинг нашей организации очень высокий. Это 3А. Это самый высокий рейтинг, который можно достичь для коммерческих организаций. И получается, что выпуская эти безрисковые ценные бумаги, мы забираем излишек самани, который есть на рынке, который может быть у кого-то под матрасом, у кого-то просто на счетах находится. Эти деньги мы предоставляем бизнесу, то бишь вам, вы работаете, и когда вы возвращаете деньги обратно к нам, мы эти деньги, включая те проценты, которые мы ставим сверху, берем и расплачиваемся с народом, и с компаниями, или с организациями, которые эти долговые ценные бумаги у нас приобрели. Это такой, скажем, очень простой механизм. Вот. Для этого необходимо, чтобы работали местные финансовые механизмы, это рынки ценных бумаг, это рынки вторичных ценных бумаг. Ну и, в общем-то, процесс уже пошел. Мы видим, что есть несколько эмитентов, да, компаний, которые выпускают свои ценные бумаги здесь. Это и Банк Эсхата, это и Алиф, это и другие игроки, которые уже оживляют этот рынок для нас. Вот если вернуться к началу нашего разговора, вы сказали о том, что вы помогаете бизнесу развиваться, вкладываясь, и, естественно, вы получаете какую-то выгоду с этого. Вот этот момент, первый механизм, про который вы сейчас сказали, когда вы отдаете Национальному банку 10 миллионов, обмениваете их, условно говоря, на самани, и потом, когда вот из-за курса потери самани в стоимости, вы возмещаете, еще заплатив, условно говоря, $500 тысяч. То есть, получается, вы зарабатываете, но тут же просто так можете $500 тысяч отдать, потому что, просто потому что валюта обесценилась. Да, так оно и есть. Смотрите, получается, что мы идем на этот шаг осознанно. Потому что, как я сказал, мы как организация, мы банк развития. Наша цель – развивать. Мы понимаем, что без вот этого механизма, да, когда мы забираем часть риска, а сейчас мы говорим о валютном риске, да, без этого механизма просто нельзя будет предоставлять более доступные кредиты дальше по цепочке. То есть банк, если не получит такой механизм у нас, он не сможет выдавать деньги по каким-то, скажем так, допустимым кредитным ставкам заемщиков в республике. Вот. И поэтому что происходит? Мы, как МФК, предоставляем этот кейс нашим соучредителям, это правительство, и правительство, каждое из правительств, оно кладет деньги в некую казну и говорит, что вот на эти цели можно будет взять вот эти деньги. Получается, что мы зарабатываем деньги, но при этом те деньги, которые вкладывают наши учредители, да, мы используем их для того, чтобы какие-то цели, которые были изначально поставлены во главу угла, при создании нашего банка, мы эти цели обеспечивали этими вкладами. То есть получается, что мы из одного кармана берем, но ту разницу, которая у нас происходит здесь негативно, мы покрываем за счет другого своего кармана. Потому что иначе получается смысл нашего существования пропадает, если мы не будем этого делать. Да. Какова доля Таджикистана во всем этом вопросе? Она довольно скромная, по понятным причинам. Таджикистан маленькая экономика. Соответственно, я так понимаю, что те оплаты членских взносов, которые мы делаем, они незначительны в общей структуре нашего бюджета. Да, наверное, крупными и основными игроками у нас все-таки продолжают оставаться Соединенные Штаты, это что-то в районе за 20%. Это Япония, это Евросоюз, это Китай, это Россия, Турция, такие более крупные экономики. Вот. И на самом деле, если посмотреть на это, по сути, это перераспределение некоторых средств, которые более обеспеченные, более развитые страны делают в пользу развивающихся стран. И в этом также есть некая своя философия. Какие препятствия в Таджикистане для роста рыночной экономики вы видите? Я постараюсь ответить на этот вопрос, но при условии, что мы будем также говорить и о тех перспективах, которые экономика имеет. Конечно. Знаете, препятствия, они описаны очень хорошо у нас, проводится много исследований на эту тему. Бизнес зачастую очень охотно об этом делится и офлайн, и онлайн, когда он общается с правительством, когда он общается с нами. Ну, наверное, первая проблема, с которой мы сталкиваемся, это кадровый потенциал в республике. Кадровый потенциал. Кадровый потенциал вы имеете в виду в IFC конкретно или вообще по республике в целом? По республике в целом, ну и, соответственно, он нас также затрагивает, как одного из игроков, который в республике находится.
Но о чем мы сейчас говорим? Мы говорим о том, что каждая сделка – это довольно сложная сделка всегда у нас, потому что она структурируется под каждого заемщика отдельно. То есть, предположим, если вы завтра захотите производить солнечные панели или электромобили, то мы под именно ваш бизнес будем подтягивать компетенцию, будем подтягивать силы, какие-то ресурсы. Вот. И здесь как бы кадровый потенциал будет вставать, потому что вам нужны будут инженера, вам нужны будут специалисты, нам нужны будут эксперты, которые мы должны нанять, чтобы они оценили ваш бизнес. А таких, может быть, здесь не будет, значит, мы должны будем кого-то привозить. Но это вершина айсберга. На самом деле есть много сфер в Таджикистане, где с кадрами плохо. Вторая проблема, о которой нам бизнес говорит, это проблема, связанная с налогообложением. И здесь мы можем затронуть как вопрос высоких налоговых ставок по сравнению, например, с нашими соседями. Также вопросы и налогового администрирования. Да, под налоговым администрированием можно понимать то, как эти налоги взимаются, какие правила используются, какие другие механизмы здесь возникают. Вот. Ведь необходимо понимать, что бизнес, да, человеческий ресурс и капитал – это очень мобильные вещи. В нашу эпоху, когда вы можете одинаково успешно открывать бизнес как в Таджикистане, так, предположим, и в Узбекистане, перед вами, как перед бизнесменом, стоят, по сути, две калькуляции. Да? Сколько мой доллар будет приносить в Таджикистане, сколько мой доллар будет приносить в Узбекистане. Вот. И тут мы можем перейти к третьему фактору. Да? Это ограниченность рынка. То есть, получается, каждый бизнес, запускаясь, он думает о том, как он будет масштабироваться. Конечно, зависит от того, какой бизнес вы выбираете, потому что здесь можно, наверное, классика перефразировать. Каждая компания прибыльная или счастлива одинаково, но каждая компания несчастна по-своему. Вот. Для кого-то этот рынок, маленький рынок, это как раз-таки то, как он начинает думать более глобально. То есть он достигает своих пределов и начинает расти вне Таджикистана. Например, Алиф. Да? Это как раз тот ролик, который я смотрел, когда подготовился к этому интервью. Поэтому размер рынка, да, это тоже такое довольно существенное ограничение, потому что не только количество людей важно, но и их покупательная способность также. Да. Вот. Третье, это может быть для международных инвесторов тоже вот эта геополитическая, геоэкономическая ситуация вокруг этого региона сейчас будет играть значимую роль. Посмотрите, например, что происходит с Афганистаном, что происходит с другими соседями. Это все как бы не очень хорошо влияет. Но давайте посмотрим на другую часть этого вопроса, на те возможности, которые Таджикистан имеет. Давайте. Тут у нас, скажем так, есть чем гордиться, есть чем восхищаться. Например, наш потенциал в производстве электроэнергии, он просто колоссален. Может быть, Таджикистан в топ-10 стран входит по своему потенциалу для производства электроэнергии. И вот с точки зрения, или если посмотреть на это сквозь призму современных процессов в мире, да, то это начинает приобретать совсем другой вид. Почему? Потому что сейчас мы все понимаем, что после Парижского соглашения по климату, да, очень много было заявлений сделано о том, чтобы переходить в сторону зеленой экономики, да, переходить в сторону производства, которое не имеет или имеет низкие вырученные углеродные выбросы. Вот. И здесь Таджикистану есть что предложить. И, возможно, Таджикистан как раз-таки одна из немногих стран в мире, кто это может себе позволить. Сейчас и в перспективе. То есть получается, что чтобы было понятно, предположим, вы собираетесь произвести автомобили и экспортировать их в Европу. С 2023 года Европа будет облагать электромобили. Нет, не электромобили, любое производство, которое имеет высокий углеродный след, облагать налогом определенным. Да? Это так называется механизм трансграничный карбоновый сбор. Да? Смысл этого налога в том, чтобы уравнять местного производителя с внешним, потому что в Европе и в Европейском Союзе однозначно высокие требования по тому, насколько зелены эти производства. И они, когда к ним будет заходить производство, то есть какие-то продукты, да, они их будут облагать для того, чтобы уравнить своего производителя и внешнего производителя. Получается, если вы для того, чтобы произвести свой продукт, будете затрагивать тепловую энергию или энергию, которая будет происходить там, от угля или от какого-то другого топлива,
какого-то другого ископаемого, вы автоматически будете облагаться этим налогом. В то время как, если это производство будет завтра стоять у вас в Таджикистане, то вы, используя возобновляемые источники энергии, которые есть в достатке в нашей республике, вы сможете избегать вот этого налога. И налог он достаточно значимый, то есть он сейчас варьируется где-то в районе 30-50 долларов за тонну выбросов, да? А в перспективе 30 года эта цена будет доходить до 100 долларов. То есть получается, что как бы есть некие калькуляции, которые говорят, что на производство, например, тонна алюминия или тонны металла уходит вот столько тонн, производится столько тонн выбросов. То есть получается, к стоимости этого металла вы должны будете добавить еще этот налог, и это автоматически будет делать вас, если у вас много выбросов, менее конкурентоспособным. Ага. И это просто одна из маленьких вещей, которые у вас есть. Второе, смотрите, у нас есть порядка 600 изведанных залежей. Да? И если посмотреть, мы, например, по залежам Сурьмы мы вторые в мире, по залежам серебра мы четвертые в мире, по тем запасам золота, которые у нас есть, мы входим в двадцатку. Получается, что медь, золото, серебро это те металлы, алюминий, это те металлы, которые будут пользоваться спросом еще следующие 10, 15, 20, 50 лет. Потому что это, по сути, основа современного производства как электромобилей, так и батарей, так и автомобилей, самолетов, поездов и так далее. То есть те металлы, которые будут пользоваться спросом. И на все это у нас есть ответ. У нас есть хорошие, серьезные, изведанные залежи этого всего. И представьте, с одной стороны у вас есть залежи, с другой стороны у вас есть дешевая и чистая энергетика. Вкупе это будет давать производство, которое будет очень конкурентоспособным в мире. Вообще, на ваш взгляд, насколько приоритетны вот эти вот проекты, которые связаны с зеленой экономикой именно в нашей стране, в Таджикистане? Для нас, как для МФК, это приоритет номер один сейчас. И я знаю, что у наших партнеров, и у ЕБРР, и у Азиатского банка развития, у Евразийского банка развития, это также является приоритетом. Потому что вопросы чистой зеленой энергии – это вопросы, которые стоят на повестке у всего человечества сейчас. И, конечно, тут взгляды, они очень поляризируются. Есть группа ученых, которые считают, что глобального потепления нет. Есть, конечно, есть большая группа ученых, которые считают, что глобальное потепление существует, да, и эффекты, они катастрофические. Но, скажем так, научный консенсус стоит в том, что если мы к 2050 году не снизим выбросы на 1,5% до, скажем так, до индустриального уровня, то нас ждут глобальнейшие катастрофы. И есть несколько исследований, которые говорят о том, что для Таджикистана этот вопрос крайне остро стоит, потому что помимо тех залежей, о которых мы говорили про энергетику, нужно понимать, что у нас происходит, то есть у нас зарождается 65% всей воды в Средней Азии. Получается, что если этой воды станет меньше через какое-то время, если ледники будут быстрее таять, к чему это приведет? Вопросы засухи станут вопросы перестроения всей структуры экономики стран, как у нас, так и в странах в регионе. Вот. А там, где сильные вызовы возникают, там всегда есть множество социальных рисков, да, начиная от глобальных перемещений людей до заканчивая какими-то военными конфликтами. Поэтому этот вопрос крайне остро для нас стоит, и мы считаем, что в перспективе любой наш проект будет рассматриваться, если не в первую очередь, то во вторую обязательно с точки зрения того, насколько он зеленый. То есть, условно говоря, если организация, какой-то средний или малый, или крупный бизнес, вернее, занимались, скажем, одним направлением, и тут же они переквалифицировали, скажем, на какую-то зеленую энергию, вы все-таки приоритет отдадите им? Да, конечно. То есть мы не возьмемся ни за один проект, где проект заведомо является не зеленым. То есть где есть риск серьезных выбросов, где используются такие вещи, как, например, уголь, да, в производстве. Конечно, там есть множество факторов, которые мы берем во внимание. Иногда бывает так, что очень сложно найти замену углю. Подход, конечно, будет другой. Но в целом глобальная повестка дня сейчас такая, что все идут в сторону зеленой энергетики. И через какое-то время, начиная с 2023 года, как я сказал, в Европе будет заводиться этот механизм, а Европа это основной рынок для многих. Через 2023 году нужно будет декларировать свои выбросы, а в 2026 году нужно будет за них платить.
У меня нет сейчас в голове статистики по экспорту таджикских товаров туда. Там, конечно, незначительно, но если взять пример Россию, да, то по оценкам Минэконома российского это будет стоить от 3 до 7 миллиардов ежегодно для России. Ого. Те налоги, которые они вынуждены будут платить. И в этом смысле, конечно же, для Таджикистана откроются новые перспективы. Как я сказал, наличие зеленой энергии. В перспективе мы можем ее увеличить за счет солнца и ветра здесь. Вот, за счет других перспективных направлений, таких как зеленый водород. Вот, и это можно будет все транслировать в безуглеродное или низкоуглеродное производство. Фарух, вы сказали о том, что у вас есть в качестве партнеров какая-то энергетическая компания. Можете немного рассказать об этом? И, как я так понимаю, они работают на возобновляемых источниках энергии. Вот вкратце немножечко об этом поговорить хотелось бы. Да, конечно. Ну, не секрет, что мы являемся соучредителем Pamir Energy. Pamir Energy – это компания, которая обеспечивает электроэнергией значительную часть Таджикистана, если посмотреть географически на расположение Горно-Бадахшанской автономной области, но и также поставляет электроэнергию в Афганистан. Чем примечательно наше участие там? Тем, что это, во-первых, был первый кейс государственно-частного партнерства, когда правительство Республики Таджикистан отдало в концессию, в управление этот актив в этом регионе частной структуре. Потому что во всем другом Таджикистане за это отвечает Банк Таджикмас. Это место монополистов. Первое. И второе, это тот прогресс, который сделала компания за эти годы. То есть, например, по покрытию, по потерям, да, по другим параметрам, если это не топ в Средней Азии, то по некоторым параметрам эта компания, она топ в мире тоже. Например, по объему технических потерь. Они у них очень низкие. Да, мы в этой компании, мы понимаем, что уже пришло время нам из этой компании уходить, потому что, как я сказал в начале, у нас есть четкие цели развития, то есть у нас есть четкая цель, когда мы приходим в компанию. Мы заходим в бизнес, мы ему помогаем вырасти, и мы выходим из бизнеса тогда, когда обе стороны посчитают, что уже пришло время. Поэтому наша работа с Pamir Energy может быть хорошим примером того, как частный капитал может прийти в Республику Таджикистан, создать очень конкурентный, очень приличный, очень хороший и уважаемый бизнес, при этом не требуя от правительства ни одного самого, того, чтобы это все сделать. Вот. И при этом получается, что правительство экономит деньги, мы приносим экспертизу и инвестирование, частный партнер использует все это, берет свои знания и имплементирует какой-то проект, который идет на пользу республики в целом. Фарух, бюджет IFC. Я не спрашиваю про суммы, мне просто интересно, ежегодно это одна и та же сумма или она меняется в зависимости от потребностей? Она, конечно, меняется в зависимости от потребностей. На самом деле, когда у организации рейтинг 3А, он особо не обременен отсутствием денег. То есть IFC вкладывает как свои деньги, он также мобилизирует других инвесторов тоже. То есть, грубо говоря, если мы зайдем в республику и мы увидим, что там есть крупный проект, который превышает наши бюджеты в несколько раз прошлогодние, то мы можем потянуть либо свои средства, либо средства других инвесторов. Потому что присутствие такого игрока, как НФК, как IFC, это всегда печать качества. То есть автоматически для других инвесторов риск этого проекта снижается значительно. И они готовы туда входить. Собственно, то же самое было сделано с проектом Pamir Energy. Мы не только свои средства привлекли, но и привлекли средства других инвесторов, партнеров. Здесь на самом деле нужно, наверное, также поговорить о том, насколько легко найти банкабельный проект, в который инвестор захочет вложиться. И здесь не совсем все так, как хотелось бы. То есть количество проектов по разным причинам в Таджикистане они довольно ограничены. Как я сказал, да не только мы, но и наши партнеры, и Азиатский банк, и BRD, и другие банки, инвесторы, мы ищем крупный бизнес. А крупного бизнеса в Таджикистане недостаточно. Это первый параметр. Второй параметр, на который мы смотрим, это насколько бизнес отвечает требованиям местного законодательства, ведет ли или не ведет двойную бухгалтерию.
оплачивают ли вовремя налоги, соответствуют ли другим требованиям, в том числе, а может быть и в первую очередь, требованиям экологического характера. То есть это все те вопросы, которые мы задаем перед тем, как войти в какой-то бизнес. И здесь тоже иногда возникает проблема у нас. Но в целом, если будут бизнес-проекты интересные, а они появляются, более того, появляются бизнес-проекты или бизнес-модели, которые конкурентоспособны не только в пределах Таджикистана, но и далеко за его пределами. И все ваши гости этого хорошего, прекрасной серии передач, которую вы сделали, они прямое доказательство этому. Это очень успешно, очень грамотный, очень перспективный бизнесмен. То есть, если будут появляться проекты, привлечь средства для нас не проблема. Планирует ли IFC увеличить финансирование в этом году? То есть и в каких секторах? Понятно, что про зеленую экономику мы уже решили, это приоритетное направление. А есть ли еще какие-то сектора, в которые будет увеличено финансирование? Да, конечно. Мы очень оптимистично смотрим на Таджикистан в перспективе следующих 3-10 лет, потому что мы видим хорошие перспективы в таких направлениях, как текстиль, в таких направлениях, как агропромышленный комплекс, в таких направлениях, как майнинг, да, добыча ископаемых. Мы видим... Я думал, вы сейчас про криптовалюту говорите. Криптовалюта, кстати, тоже такой довольно дебатируемый вопрос, и нету консенсуса даже в головах политиков иногда по поводу того, это хорошо или плохо. Да, в перспективе 10 и выше лет мы также видим те интересные направления, которые могут быть. Например, я не исключаю, что Таджикистан в перспективе 5-7 лет станет производителем электромобилей тех же самых. Я не исключаю, что Таджикистан... Есть к этому предпосылки? Предпосылки к этому есть, да, потому что цепочка создания электромобиля, она не такая обширная, как создание обычного автомобиля. Ага. Это раз. Потом, если разобрать автомобиль на детали, там очень много деталей в электромобилях. И, как я сказал, у нас есть серьезная ресурсная база для этого. Что 40% веса электромобиля – это алюминий, 20% это медь. Вот. Конечно, я сейчас утрирую это все очень легким, но на самом деле перспективы для этого есть. И там не нужно такого сильного эффекта масштаба для того, чтобы, то есть, грубо говоря, чтобы вы стали прибыльным автопроизводителем, вам не нужно производить 100 тысяч автомобилей или 200, как в обычных автомобилях. Да. Вот. Ну и потом, посмотрите, Таджикистан справляется с производством электроавтобусов. Он начинает их производить, тестирует их сейчас. Вот, а там, где электроавтобусы, можно производить и электросамокаты, и электроциклы, и квадроциклы на электрической тяге, и дроны, и автомобили. Плюс ведь получается, что сейчас наука так быстро идет вперед, что она удешевляет некоторые производства, например, через 3D-принтинг. То есть вам маленькие объемы каких-то деталей сейчас удобно и можно производить внутри республики. То есть мне казалось, что это немножко нереализуемая цель, но опыт некоторых компаний здесь или опыт некоторых частных бизнесменов, особенно в период пандемии, да, когда границы были закрыты, показал, что, используя эти технологии, можно производить какие-то детали здесь. Вот, поэтому я этого не исключаю. Например, тема зеленого водорода, она также очень перспективна. Да, суть зеленого водорода – это когда вы расщепляете формулу воды на кислород и на водород, и при этом водород, как очень горючая субстанция, можно его хранить, можно его транспортировать, можно его использовать как топливо. Вот. И здесь у Таджикистана также есть большие перспективы. Почему? Потому что есть вода и есть чистая энергия. То есть водород производится и в других местах, но там он обычно имеет высокий углеродный след. Почему? Потому что для использования водорода используется метан. Там. В Таджикистане этих проблем нет, и поэтому почему бы нет в перспективе возможны такие проекты. Фарух, смотрите, вы сказали, что вы предпочитаете все-таки работать с крупным бизнесом. Какой должен быть уставной капитал у организации, чтобы он считался крупным бизнесом, чтобы они запросто могли обратиться в МФК? Да, я, наверное, начну с того, почему мы должны работать, или почему мы считаем, что мы должны работать с крупным бизнесом. Да. Потому что мы понимаем, что потребности малого и среднего бизнеса должны также покрываться за счет местных финансовых институтов, которые являются также нашими партнерами. То есть было бы, на наш взгляд, неправильно, если мы давали бы в кредит, положим, тому же самому местному банку, да, и давали бы в кредит потенциально его клиенту. Да. Тогда, получается, мы бизнес местного банка бы просто вырубили бы.
Вот. Что касается того, как мы можем работать и какие основные метрики, которые мы используем, когда мы оцениваем проект, то первое, это, конечно, если мы говорим о новом проекте, мы никогда не вкладываем все 100%. Мы говорим, что мы можем вложить от 30 до 50%, в зависимости от того, какой-то проект, какой-то клиент. И второе, мы не можем войти в сумму меньше, чем там, $1 или $2 миллиона изначально. Меньше не можете войти. Не можем войти. Да. Для нас это серьезное правило. Потому что мы считаем, что ниже могут потянуть местные банки. То есть 2 миллиона – это минимум, который мы рассматриваем. Вот, и получается, что если мы даем за 2 миллиона в качестве 30%, то нелегко посчитать, что сам проект должен быть в районе 7-8 миллионов долларов. Да. Вот. А это уже говорит о финансовом состоянии заемщика, который хочет этим проектом заняться. Он либо сам вкладывает, либо привлекает откуда-то еще, но, конечно, мы это оцениваем. Тут для нас другой вопрос, насколько другие параметры его бизнеса отвечают, да? Насколько он правильно уплачивает свои налоги, насколько он адекватно и ответственно относится к тем требованиям, которые выставляет правительство перед ним через законодательство, через требования, особенно экологические. Насколько этот проект будет содействовать развитию. Куда мы точно не вложимся, это некий перечень, который известен всем. Это производство оружия, производство алкоголя, это какие-то, может быть, все, что вредит здоровью. Все, что вредит здоровью, да, мы туда не ложимся. Это обязательно должен быть игрок на рынке, я имею в виду вот этот крупный бизнес, который уже давно на рынке, либо это может быть только начинающий бизнес, но крупный? Это может быть начинающий бизнес и давнишний игрок на рынке. Например, если, предположим, какой-то крупный западный инвестор придет сюда, который здесь начинающий, но там не начинающий, то, конечно, мы с ним будем работать. Или, предположим, если вы, как владелец существующего бизнеса, решите запустить какой-то новый стартап, мы, конечно, будем работать с этим вашим новым стартапом. На самом деле, каждый случай, каждый бизнес-проект, он нами исследуется отдельно. В отдельности мы подходим к нему как к очень уникальному проекту. Вот, наверное, это тоже наше отличие. То есть у нас нет готовых продуктов финансовых для каждого проекта. То есть каждый проект мы изучаем отдельно. Но, конечно же, это влечет за собой еще и другие вещи, такие как, например, сроки рассмотрения проектов. Это что-то, к чему местный бизнес не всегда привык. То есть мы очень досконально изучаем проект, мы подтягиваем компетенцию под него, мы подтягиваем экспертизу для того, чтобы сделать все правильно. И это обычно занимает больше времени, чем они привыкли тратить, получая кредит вместо банки. Вот. Ну, это такая нормальная ситуация. Да, поэтому короткий ответ мы можем как с новым проектом, так и не с новым проектом. Вот вы сейчас упомянули про стартап. Это если какой-то бизнес уже работает достаточно долго, и у него есть какое-то новое ответвление, вы запросто можете помочь реализоваться. А IFC никогда не пробовал себя в роли бизнес-инкубатора? То есть я имею в виду, да, не по 2 миллиона долларов, может быть, минимально, а, так скажем, поменьше, но продвигать вот стартапы, какие-то вкладывать в стартапы. Да. Смотрите, тут вот нужно действительно еще раз обратиться к тому, что мы понимаем под словом стартап. В нашем понимании стартап – это бизнес, который имеет потенциал внедрения каких-то новых инновационных идей. Да. При этом он растет достаточно быстро. И стартап мы считаем обычно технологические или финтехнологические компании, финтехи. Вот. В своем большинстве. Конечно, есть разные, там, биотех и другие направления, но в основном это вот так. Работаем ли мы со стартапами или нет? Да, мы работаем. У нас есть целое подразделение, которое занимается инвестированием, венчурным инвестированием в стартапы. То есть, когда мы покупаем часть компании. Но если посмотреть на спектр компаний, которые занимаются инвестициями в стартапы, там тоже есть большая разница. То есть, есть компании, которые входят в стартап в самом раннем его виде. Есть компании, которые во втором уже уровне привлечения инвестиций входят, в третьем и так далее. Мы, скажем так, где-то находимся посередине. Для нас стартап, например, если смотреть на Таджикистан, это может быть такие компании, как Алиф, такие компании, как УМО, то есть те компании, которые производят какой-то новый финансовый продукт, например. Те компании, которые создают новые маркетплейсы, которые дистраптят, которые разрушают предыдущие бизнес-модели и создают что-то новое. Вот это в нашем понимании есть стартап.
В нашем понимании стартапом не может быть малый бизнес там, по продаже чего-то. Да? Это наша категоризация, это просто малый и средний бизнес. Вот. Поэтому да, мы входим в стартап, мы покупаем там долю зачастую, мы приносим туда очень много компетенций. Да? У нас есть ряд продуктов, которые пользуются популярностью, потому что если посмотреть на то, как стартапы растут, на каждом этапе им нужны определенные характеристики, определенные знания. И мы, как институт развития, эти знания, которые им нужны для того, чтобы сделать следующий скачок, им даем. И что самое интересное, мы очень четко и изначально определяемся, когда мы заходим в стартап и когда мы из него выходим. Вот. Поэтому да. И еще один интересный факт. Доходность наших инвестиций в стартапы, она превышает в среднем доходность по другому портфелю обычных бизнесов и стартапов. Это говорит о том, что мы знаем, в какие стартапы вкладываться, и те стартапы, в которые мы вкладываемся, они очень хорошо растут. А последний стартап это что был, в который вы вложились? Это, насколько та информация, которая у меня есть, это стартап, в который мы вложились в Бангладеш. И те стартапы, в которые мы до сих пор продолжаем вкладываться, сейчас идет процесс. Это и на Украине, это есть проекты в Пакистане, в Турции. А в Таджикистане? В Таджикистане у нас был проект, мы в итоге не смогли завершить сделку. Это был проект по выкупу доли капитала в Алиф Холдинг. Компания, которая зарегистрирована в... Что пошло не так? Почему не получилось? На самом деле... Владельцы этого бизнеса приняли бизнес-решение в конце не продавать часть своего бизнеса нам, а инвестировать самим в свой бизнес, развивать его до другого уровня, потом искать, может быть, инвестора. Ага, понятно. Вот. Это было абсолютно бизнес-решение, которое они приняли. Вот. И как бы мы его приняли абсолютно нормально. Какие планы на ближайший год у Международной финансовой корпорации? Мы поставили перед собой довольно амбициозные планы в увеличении объема своего инвестирования. Вот. Мы сейчас смотрим и активно общаемся с нашими партнерами. Это министерство, это ведомство, это местный бизнес, это те бизнесы, которые работают в соседних странах. Это те бизнесы, которые смотрят в сторону развития зеленой энергетики, да, для того, чтобы посмотреть, кого из них можно будет либо сюда привлечь, либо помочь местному бизнесу развиться, либо открыть какое-то новое направление, которое до сих пор не было в Таджикистане. Вот, как я сказал, у Таджикистана есть колоссальные преимущества перед другими даже странами региона. И оно охарактеризовывается, наверное, несколькими вещами. Первое – это наличие энергетики, и в перспективе этого должно быть больше у нас. Второе – это молодое и быстрорастущее население. Третье – это, как ни странно, отсутствие конкуренции. То есть есть несколько ниш, которые не заняты вообще в Таджикистане. У нас нету крупных брендов, которые бы здесь уже сидели. Это касается многих секторов, практически всех секторов экономики. То есть, чтобы здесь не сделать правильно, оно может просто теоретически получиться. И, как я сказал, все ваши гости – это примеры того, что это можно делать в Таджикистане. Несмотря на весь тот негатив, который есть вокруг возможности работы в Таджикистане, мы все-таки верим, что есть очень много позитивных моментов, очень много перспектив в республике. И на стыке этих вещей можно делать крупные, хорошие вещи. Наше правительство поддерживает вас? Да, абсолютно, конечно. Правительство является нашим соучредителем. Они очень хорошо относятся к тем инициативам, которые мы предлагаем. То есть к тем реформам, которые мы предлагаем. И можно назвать много реформ, в которых мы принимали участие. Например, реформа по электронным цифровым услугам, да, которая позволила или которая ускорила процесс перехода на мобильные кошельки, на электронные оплаты, на электронную идентификацию, когда вы можете дистанционно все эти вещи делать в своем предложении. Или, например, мы активно работали с правительством по созданию безвизового режима. Да, и в рамках этого режима с 1 января 52 страны могут безвизово въезжать в Таджикистан. Конечно, можно спросить, что это таджикскому народу. Да. Но доказано, что подсчитано, вернее, что каждый турист в день он оставляет от 300 до 500 долларов в республике. То есть, если мы сейчас, а у нас статистика говорит о 1,5-2 миллиона туристов, если мы увеличим в 3 раза
это можно будет просто переумножить и посмотреть, сколько денег будет оставаться в экономике. И туризм это с точки зрения инвестиций, наверное, наименее капиталоемкий. Это тот бизнес, который не требует очень много денег для того, чтобы его начать. Мгм. Вот. Ну и потом, когда у вас аналогичный визовый режим с соседними странами, появляется возможность для новых бизнес-моделей, когда турист заезжает в Таджикистан, потом уезжает в Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан и обратно, или наоборот. То есть получается, что мы можем получить часть туристического потока, который приезжает в соседние страны, такие как Узбекистан, например. Вот. И здесь мы должны отметить, что правительства, они видят в нас хорошего, адекватного, квалифицированного партнера, который предлагает инновационные решения, который может инициировать и доводить до конца очень значимые реформы в республике. Это хорошо ценится любыми правительствами. Фарух, вы как эксперт в финансах видите развитие Таджикистана в плане экономики? Несомненно, конечно. Смотрите, если смотреть на голые цифры, то развитие у нас присутствует очень хорошее. Да? Последние 10-15 лет мы растем в среднем по 7%. Это рост, который в 2-3 раза превышает рост в развитых странах и в 2 раза превышает средний по экономикам всем. То есть это очень хороший показатель. Конечно, можно сказать, что такой высокий рост у нас обусловлен низким стартом. То есть после гражданской войны мы начинали с низов и сейчас очень быстро развиваемся. Как я сказал, есть несколько факторов, которые влияют на рост в экономике. Да? Первое – это человеческий капитал, который я хотел бы отметить. Второе – это инвестиционный капитал. Вот. Третье – это те активы, которые есть в республике, которые можно использовать для того, чтобы делать добавленную стоимость. То есть, если посмотреть на все вот это, в целом перспективы очень хорошие. Вот. А там, где капитала не будет хватать, мы сможем помочь. Спасибо большое. Спасибо.